بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дорогие мусульмане, братья и сестры, почетные гости нашего торжества, я от всей души поздравляю вас с Маулидом, рождением пророка Мухаммада, мир ему. Пусть милость Аллаха всегда сопутствует вам во всех добрых начинаниях. В Священном Коране сказано: «Лакад кяна лакум фи расулиллахи усватун хасана», что означает: посланник Аллаха всегда был для вас ярким примером. Следуйте по его пути, будьте примером богобоязненности для других. Пророк Мухаммад, как и все пророки до него, призывал к вере в единого Бога, учил людей, как отличить добро от зла. Но пророк Мухаммад – последний пророк, и нет, и не будет после него посланников Аллаха. Поэтому единственная надежда людей на спасение от огня ада – следовать пути пророка Мухаммада, мир ему. Его рождение – великое событие, давшее людям свет истины и надежду на спасение. Для мусульман Крыма это светлый праздник, давняя традиция. С наступлением месяца Рабиуль-Ауаль, в котором появился на свет посланник Аллаха, мир ему, в Крыму издавна читали мевлюды и мунаджаты, рифмованные рассказы о жизни пророка Мухаммада, мир ему, зикры и суры из священного Корана, и малоимущим раздавали милостыню. В этом месяце верующие всего мира чаще вспоминают пророка Мухаммада, мир ему, события его жизни и хадисы. Все это укрепляет веру, связывая сердца мусульман с самым лучшим созданием Творца, пророком Мухаммадом, мир ему. Благодаря этому празднику мусульмане имеют возможность поведать миру о тех благородных поступках и нравственных качествах, которые были присущи посланнику Аллаха, о его богобоязненности, доброте, справедливости, храбрости и милосердии. Один из подвижников пророка, мир ему, рассказал историю о верблюде, который, увидев пророка Мухаммада, заплакал. Пророк, мир ему, подошел, вытер слезы верблюда, спросил: кто хозяин этого верблюда? Подошедший юноша ответил: он мой. Тогда пророк, мир ему, обратился к юноше с такими словами: бойся Аллаха и относись к животному хорошо, тебе его дал Аллах. Верблюд пожаловался мне, что ты заставляешь его работать сверх его возможностей и плохо кормишь. Также пророк Мухаммад, мир ему, сказал: каждый человек хозяин, несет ответственность за свое хозяйство и должен заботиться о нем. Правитель-хозяин должен заботиться о народе. Мужчина заботится и несет ответственность за свою семью. Женщина заботится и ответственна за дом мужа и детей. Дорогие, будем же милосердны и добры к тем, за кого мы ответственны. Будем достойны следовать пути нашего пророка Мухаммада, мир ему, и да будет милость Аллаха над нами. С Маулидом, дорогие мусульмане, братья и сестры, желаю всем блага и процветания, мира, добра и крепкого здоровья. Мелютай, мубарек, бехайрлы олсын. Сау болыңыз.